У ефірі «Рація», наш гость, досвідчений політик-аналітик з Естонії Арне Вієдла. Вітаю вас. Да, добрый день, добрый день. Рація. Арне, Лукашенко зустрівся з керівником Азербайджана Алієвим, значиться, вандравали там по Нагорним Карабаху, ці Арцаху, як кому зручно. У пропаганді Лукашенки увогуле назвали це території, які одраджаються. Навошта вони зустракалися, тут увогуле є про що поговорити? Ну, конечно, Азербайджан – это богатая нефтяная страна. Сейчас у него ресурсов много, цена нефти растет, он в энергетическом всем этом балансе Европы и другие страны играют все большую роль. Так что Алиев идеальная стратегическая ситуация, но у него просто старые отношения с Лукашенко там по всяким вооружениям, там всяким там каким-то денежным, конечно, делам. Но поэтому, конечно, они сотрудничают по поводу как бы всех этих дел. Для Лукашенко это все очень, конечно, важно, потому что он крайне изолирован. Путин, конечно, смеется над ним. Ну, вот такие как бы, возможности там все-таки повышают его как бы, пошатнувшиеся рейтинги и авторитет. И Турция, и Азербайджан – это успешные государства. Ну, а что касается Лукашенко и Путина, ну, просто понятно, что это победители, просто использовать их в своих интересах. Да там, конечно, коррупционные схемы, очень много коррупционных схем, и это как бы окно, которое есть, и поэтому они всем занимаются. Но еще говорю, что получается так, что не они главные этой партии, не они главные этой партии. А кто? Вот именно Эрдоган и Алиев, они бенефициары, они получают больше, чем они. Арне, такая светская хроника, коли дозволите, годов с 10 тому итальянские медиа писали, значится, про Мехрибан Алиеву, жонку Алиева, что вот яны з Лукашенком полюбовники, даруйте за такие подробязности, там некие суды были, перасуды, обвергали эту информацию, ну и гэтак далей. Шоу-процесс, это все по белорусских медиах так само разошлося полным ходом. И тут сустракается Алиев с Лукашенком, усмехаются, разъезжают. Что вы думаете про это? Ничего, как бы, ну, дело в том, что в себе Алиев как бы трагедия, несмотря на все эти успехи и так далее, то подобное, раком болеет Ильхам Алиев, и раком болеет его сын. Сын, конечно, катастрофическая ситуация, но есть какой-то аудиозапись как бы разговора между Эрдоганом и Алиевым, где говорили о том, что сыну отрезали ногу. Так что как бы очень как бы, катастрофическая ситуация, но понятно, что жена у него очень, конечно, в хорошей форме, она вице-президент Азербайджана, но понятно, что если что-то случится, он будет и президентом Азербайджана. Так что она важная как бы фигура и для даже такого человека, как Лукашенко. Но там все остальное, конечно, как бы несерьезно. И да, как бы она, конечно, в центре внимания все больше и больше и больше, вот в связи с тем, что муж не очень здоров. Рація. Шановні глядачі, складана тягатися з різними корпораціями, там не вельми дають нашому контенту розповсюджуватися, ніякі там сторонні вмішання ми підозріваємо. Тому, коли ви зацікавлені, щоб білорусоцентричний контент ширився, коли ласка лайк, кому це безпечно, підписка, вельми важно відео до кінця проглядати і коментувати. Знову таки, я підкреслюю, кому це безпечно. Арне, ви зараз будете мене критикувати, я переконаний. Мне здаецца, што намяшаецца ў Беларусі вайна і шмат сігналаў паступае. Значыцца, чыгунку рыхтуюць, от інфраструктуру гэтую всю, для перакідання вайсковай тэхнікі і вайсковага кантынгента расійскага. Так? У Беларусі абносяць калючым дротам там тэрыторыю. Вось была інфармацыя з горада Быхаў, это, канешне, ад Балты далёка. Тым не менш, што там будзе размяшчацца вось гэты кантынгент расійскіх войскаў, якія могуць быць іншыя прычыны, так? Ну і ведаеце, шмат інфармацыі, Расія там не падрыхтаваная, тэхнікі няма. Тэхніка ў іх ёсць.
для реалізації певних задач. Дронаў ось так. Што тычыцца радыёэлектроннай барацьбы, адны з найлепшых спецыялістаў. Войскі іхныя атрымалі баявы досвед, там вельмі падрыхтаваная арда, гатовая проста да ўсяго. А ў краінах Балтыі, хоць гэта і краіны, якія ў блок НАТО ўваходзяць, ну там колькі зараз вайскоўцаў на Эстонію, Латвію, Літву, 30 000 плюс. Натаўцы збіраюцца рабіць разгортванне войскаў з 25-го года і скончыць разгортванне ў 27-м годзе. 5-я калона падрыхтаваная поўным ходам, я глядзеў вот розныя там парады 9 мая, ну там Мюнхен, Берлін, зразумела, ну і Нарва. Вельмі красамоўныя былі кадры, як гэтыя вот пенсіянеры глядзяць тужліва, слухаюць это гімн Расіі там ці Савецкага Саюза. Ну і вот самы час Пуціну ударыць па Балтыі, адрэзаць ад заходняй цывілізацыі Балтыю, ну і потым вось, пагражаючы ядзернай зброі, паспрабаваць гэта ўтрымаць. Ну што, не так? Ну, видите, как бы военное дело – это очень конкретное дело. Там разведки работают день и ночь, все как бы снимается, поэтому вам не удастся ничего, никаких неожиданных движений как бы делать. Все известно на самом деле. Поэтому, но вы помните, что когда Россия там намерилась в 2014 году захватить Крым, то люди ошибаются, если думают, что об этом ничего не знали. Конечно, знали. Эстонская разведка, там, скажем, докладывала Вашингтон по всем этим делам. Другое дело, что Обама ничего не предпринял, хотя информация была известна. Но в 2022 году была такая же почти ситуация. Все было известно, Киеву все докладывали, что вот что там будет. Они говорили, что нет, Запад хочет нас поссорить с Путиным. И это очень важно понять, что украинцы верили этому, украинцы поддерживали эту позицию. Они говорили, что нет, Россия не будет напасть на Украину. Хотя вся военная, разведывательная информация была. Но что касается нынешней ситуации, то вот именно эта военная, разведывательная информация есть. Ничего нет и не может быть. Путин все истратил. Путин полный капут в этом плане. Ничего у него нет. Никого. Он не может напасть на никого. Он занимается пиаром. Сейчас у него очень большой пиар-акция. Якобы он наступает на Харьков и получил там 200 там, чем-то квадратных километров. Это очень важная пиар-акция в связи с тем, что у него был визит в Пекин. Он должен был великому хозяину показывать, как он успешно там решает военные задачи. Конечно, как бы специалисты военного дела прекрасно знают, что в военном смысле это операция Харькова как бы ничего не стоит, он как бы не важен. Но вот для пиара они это сделали. Но все их действия как бы, в Беларуси в таком же духе, конечно. Но понятно, что какая-то смысл все-таки в этом есть. И это очень конкретный смысл. Дело в том, что как бы, Александр Ягорич должен уйти. И с этим идет подготовка, чтобы он бы ушел. Остался год до выборов, как бы, и понятно, что ведутся определенные действия, чтобы он не сделал каких-то ошибочных как бы, действий. И по всем разговорам видно, что его путь как бы, в Россию. Идет разговор о Камчатке, еще каких-то там северных как бы, областях, куда он должен как бы идти, уже перейти, как бы там работать, понимаешь, и жить. Кім Арна, ён же ж, ну, як бы кіраўнік Беларусі, якая Камчатка, кім ён там можа працаваць? Ну, вот это, а также вы могли бы это говорить Янукович, как вы помните, Владимир Владимирович украл Януковича и тащили его в Россию, и до сих пор он там живет. Конечно, плохо живет, как бы ничего хорошего нету. Сына убили, да, там Байкале, там утонул, как бы неожиданно. А так как бы и живет. А вы что думаете, что Александр Ягорич, так сказать, представитель маленького государства, как бы что-то как более важный человек, чем Янукович, что ли? Конечно, нет. И просто вы и видите эти бесконечные кадры,
как Путин составляет его встречаться с губернатором Камчатки и обсуждать там какие-то вопросы. Это же, вы же понимаете, если я президент суверенного государства, но я не встречаюсь с губернатором. Но Путин составляет его дело, значит, он дает понять что-то в определенном смысле. Вот это и есть эта суть. А все эти разговоры о войнах, это несерьезно. Это такой жесткий пиар, и мы знаем почему, потому что вы сами видите, какая огромная дипломатическая активность. Си Цзиньпинь только был в Европе, встречался с Макроном и Урсулой фон дер Лейен, ходил-то по Орбанам и Фица, и кроме того, конечно, видите, Путин поехал в Пекин. Это шаги были известны, связаны с этим швейцарским форматом переговоров вокруг Украины. И Путин просто, понятно, попытается сейчас все-таки улучшить свои позиции, показывать, что у него все хорошо, в Украине все плохо, и давайте, так сказать, уступите мне побольше. Вот это вся игра. И значит, вся эта угроза, там всякие там адрес там Прибалтики и так далее, это вот именно эти угрозы для улучшения своей позиции. Что вот если вы не уступаете, то вот я еще там что-то могу. Но, видите, к сожалению, так сказать, для Путина все известно. Макрон, конечно, смеется над ним, потому что вот его такая грубый блеф, который Путин использует, но она вызывает смех, конечно, но вообще не серьезно. На вас тут могут на Нарву напасть, на Таллин пойти, а вы смеетесь. Но вы человек досвеченный. Да, мы смеемся, потому что, видите, еще раз говорю, вся информация известна, но вы знаете, что сейчас западные союзники уже провели несколько крупных учений здесь, Эстонии, вот сейчас только эти месяцы. В этом плане нельзя говорить, что нету какой-то готовности или все есть в Эстонии, если кто-то там сунется, но получает по носу. Но мы-то знаем, что там ничего нету за границей, там, с российской стороны, там ничего нет. Рацыя. Шановная публіка, ви чули аналітику ад Арне Вієдла, выказваеце свае меркаванні. Арне Вієдла так вось перакананы, пазітыўна настроены, што пагрозаў няма. Калі ласка, пішыце каментары. Арне, вы сказали, значыцца, Беларусь там маленькая страна. Ды Англия, Швейцария и Дания без Гренландии у Беларусь вместятся. Не такая маленькая. И Лукашенко лишь... Это территория просто. Это территория просто. Мы все-таки говорим о населении, о экономике, но никак он не может сравниться с Украиной, скажем. Я не говорю, что если это нормально, государство, конечно, но Лукашенко не Наполеон, он не руководит империей. У него очень ограниченные возможности, как вы знаете, вот в ходе все эти военные действия и так далее, стало же ясно, что в Беларуси даже армии нет. Нету нормальной армии. Так что, там ничего серьезного. Добра, вы мераете такими мерками вот этих вот геополітичних монстраў у параўнанні з ЗША, Китаем ці нават Россией, зразумела, маленькая краіна. Але, Арне, глядзіце, вы сказали про Януковича, но Януковича ж погнали. Рэвалюцыя ж там прайшла, дэмакратыя прыйшла сякая-такая з нюансамі, але дэмакратыя. А хто ж Лукашенку пагоніць? Лукашенко, вот именно, у него никакой защиты нет. У демократии есть определенная защита, в том числе даже такого президента, как Лукашенко. Но он просто кукла. Сегодня он есть, завтра нету. Просто Путин прикажет, его там тащит, так сказать, Россию. Украине это было намного сложнее делать. Там была Рада работала, определенный демократический механизм работы. Не было диктатуры Януковича. А Путин уже четко хотел взять Крым. Как это было делать? Они делали точно такой сценарий, как они делали в 1939 году. Польское правительство распалось, и поэтому мы пришли в помощь своим, так сказать, братьям. Такой сценарий выбрали в Украине. Они, конечно же, украинцам это они любят это слушать. А я всегда это говорю. Конечно, и Майдан,
Там были, конечно, честные люди, которые были за Европейский Союз, НАТО, и все они там как бы правильно говорили. Но вот в том числе и это событие как бы активно там участвовали, конечно, и российские агенты, и олигархи от России и так далее, чтобы вот это создать. Почему? Надо было делать такую ситуацию, что якобы нет в Украине правительства, нет руководства, есть хаос, и это дает нам как бы право войти Украину и занять как бы Крым. Вот где была как бы идея. И они реализовали эту идею. Последний акт же был вам известен. Не Янукович бежал в Россию. Его украли. Прямо в Украине украли и тащили в Россию. Вот где был финал этого события. Так что там было намного сложнее эта гамма, и до сих пор как бы, украинцев как бы... Но что мы тут говорим? Если они не верят, что Россия нападет в 2022 году, то что серьезно о них можно ждать, как бы, чтобы они серьезно анализировали 2014 года события? Я-то помню, как это все было. Сикорский ходил, Турчинов и Юрий Тимошенко и говорил им, что вот завтра там вас Крым заберут. Вы что, думаете, что эти деятели там как-то реагировали на это все? Конечно, нет. Вот это и есть трагедия. Вот это и есть трагедия Украины. Так что и тогда они боролись. И в 2022 году как бы не реагировали так, как надо. Вот поэтому мы имеем и нынешнюю как бы сложнейшую ситуацию. Но слава богу, что, конечно, украинские патриоты сумели остановить Путина. И, конечно, западная помощь, конечно, была здесь архиважна. Ну і український народ проявив себе по повній програмі. Магчыма, вось пачуўшы вашу аналітыку, украінцы тут абурацца, будуць крытыкаваць у каментарах, калі ласка, канешне, калі гэты контент трапіць ва ўкраіну. Рация. Арна, мы з вами размаўлялі восенню, значыцца пра тое, што вот Лукашэнку будуць прыбіраць, заменяць на Румаса, імаверна. Ну, ўжо так немало часу прайшло, штосьці яго все не прыбіраюць. І з Пуціним такія вот сябры, я ўжо, значыцца, чамаданы пакаваў, машину рамантаваў, каб па дарозе не зламалася, Арна Віедла паабяцаў і не прыбралі. Что вы на это скажете? Но мы говорили здесь, что и Шойгу будут как бы убирать. Ну что, не убирали, что ли? Вось Нет, на днях, можно сказать. Вот видите, как бы люди хотят, вот чтобы было бы завтра. Но завтра ничего не будет. Просто вы видите эти события, скажем, сколько там и какое количество времени потерял как бы Путин для того, чтобы дискредитировать Шойгу, прежде чем он его убрал. Но мы-то знали, что по всем как бы знакам там было видно, что вот Путин хочет убирать Шойгу. Просто у него такая манера, конечно, поведения, он никогда не спешит в таких вопросах. И как бы кампания дискредитации идет полным ходом. Но вы же понимаете, что это точь-точь то, что делается с Лукашенко. Бесконечная дискредитация, конечно, идет его. Но зачем, если это твой главный союзник, на которого ты надеешься? Конечно, значит, не надеется он на Лукашенко. И, конечно же, причина очень простая. Лукашенко просто очень больной старый человек. И понятно, что он уже как бы свой век отжил, так сказать. И нужно как бы новый человек для Москвы, который имел бы просто перспективу. Как бы. Но вот это и есть это как бы вещь. Лукашенку ваше слово не спадабаецца. Лукашенко нам тут у студыю муху запусціў, якая ўзбудзілася пад вашае словы. Добра, Арне, ну, калі ўсё так, калі могуць Лукашенку прыбраць? Якім чынам? Вы маглі бы тут выказаць думкі? Ну, здесь вы же понимаете, что приближаются президентские выборы. Вы видите, как по поводу этого дела нервничает Лукашенко. То он кандидирует, то он не кандидирует, то он что-то там острое там, каким-то российским журналистам по поводу этого говорит. Но, значит, нервничает человек, потому что как бы ясно, что от него хотят, чтобы он ушел бы и пришел бы новый человек. А он не хочет. Но трудно сказать, что у него там в голове. Он как бы под сильным прессом. Я говорю, что ему подсунывают все время там губернаторов Камчатка и говорят, что ты должен инвестировать в Камчатку. Так сказать. Но все время дает эти знаки, как бы,
что не надо играть, как бы, а то оказывается еще это сволочь в Магадане, понимаешь? Так что он не такой ситуации, что там что-то. Другое дело, что ну, понятно, что Лукашенко, конечно, имеет определенные ресурсы. Он крутит американцами, как вы знаете, все эти его деятели там, конечно, крутят поляками, там, литовцами, понимаешь. Все это понятно, он тоже работает, конечно. Но я как бы уверен, что это как бы абсолютно пустое. Он, конечно, уйдет, и уйдет, как бы, ну, я не сказал, что с ним-то что-то случится, но в Беларуси он не останется. Но сыходзячы з вашай аналітыкі, Лукашэнку можа прыбраць толькі Расія. Выходзіць, што дэмакратыя ў Беларусі немагчымая абсалютна, так? І все, і мне прыйдзецца празябаць у гэтым еўрапейскім пекле, і я вярнуцца ў беларускі рай не змагу? Не, это я не говорил, конечно, потому что будет новый лидер, и, но обычно, когда придет новый лидер, есть такие пиар-технологии, что все-таки надо как бы не только там просто потому, что он любит там белорусов, и поэтому он приглашает всех назад, а надо улучшить свой имидж перед Западом, перед партнерами и так далее и тому подобное. Поэтому в первоначальном этапе, конечно, все эти действия будут сделаны, вы там можете ехать там в свою Белоруссию назад. Другое дело, что мы должны быть как бы реалистами. Конечно, Москва выдвигает такого кандидата, который будет иметь поддержку, который будет иметь электоральную поддержку. К сожалению, Тихановская не имеет электоральную поддержку. И понятно, что выдвигают такого кандидата, который пройдет. И он не будет президентом, и будет вполне легитимным президентом. И вот есть такая ситуация. Другое дело, что вот если будет окно, люди могут возвращаться и действовать в Беларуси, и давайте действуйте там. Другое дело, что я как бы рассматриваю эту ситуацию и в этом плане, что сколько там осталось этого Путина. И после Путина новый российский президент не будет действовать таким образом, как действует сейчас Путин. В этом может быть уверен, потому что Путин – это как бы вредитель. Он, конечно, такой вред нанес Российской Федерации, мамой говорит. Поэтому новый президент должен изменить эту политику, прекратить вредить Российской Федерации. И это и есть в том числе возможности для Беларуси. Ну, мы спадзяемся тут на іншае. Тут выборы ў каардынацыйную раду, жарсці кіпяць, 2000 праглядаў. Ну, ёсць пытанні, канешне, да суб'ектаў беларускіх дэмсілаў. Варыянт з беларускім вызвольным войскам, тут пойдуць пэўныя працэсы. У выпадку, калі Расія все-таки, калі вы памыляецеся, калі Расія зробіць памылкі, калі яны папруцца на Балтыю, тут іншыя вокны магчымасцяў адкрыюцца. Ну, паглядзім. Ну, вы чалавек прагматычны, у палітыцы з'елі не адну рыбку. Бачыце, мы з вашым меркаваннем улічваем яго, но больш рэалістычным і спадзяемся на іншыя сцэнары. Паглядзім, гісторыя пакажа, як будзе. Рацыя. Арне, ну вы сказалі, што колькі там Пуціну засталося. Многім здавалася, што пасля бунту Прыгожина там у хуткім часе ў Расіі закалоты пачнуцца. А все не пачынаецца, выбары прайшлі, ніякіх праблем у Пуціна. Абсалютна. І ўвогуле, здаецца, ён умацаваў сваю ўладу. Раней яго называлі прадстаўнік алігархата, а сёння ўжо відавочна, што все, дыктатар. Ну, няўжо вы думаеце, што там ёсць нейкія магчымасці прыбраць Пуціна? Это б на Беларусь паўплывала карэнным чынам. Ну, есть разные, как бы, там, мнения, конечно, там, кто-то ждет там развала, как бы, России. Мы тут эксперты объясняем, что это абсолютно невозможно. Никакого развала Российской Федерации не будет. Другое дело, что, конечно, что касается Путина, просто известны обстоятельства его здоровья, что, к сожалению, он как бы очень больной как бы, человек, и сколько он там тянет, как бы непонятно, конечно, но понятно, что даже в вот таком состоянии, в болезненном состоянии,
конечно же, его возможность как бы руководить страной все-таки очень ограничена. Как бы. Сейчас он все-таки больше опирается на своих каких-то очень верных людей, но вот в ходе вот этой реорганизации как бы, правительства и администрации президента вы это и увидите, что он еще более тянет своих ближайших охранников, родственников, правительства, чтобы вот эту как бы, поддержку иметь, потому что, к сожалению, его как бы, личные возможности все уменьшаются. Другое дело, что люди тоже как бы, там, хотят, чтобы завтра помер, завтра ушел. Так быстро это, конечно, не происходит, но тренд как бы очевиден, как бы, что просто биологические, конечно, факторы, как бы возраст и другие обстоятельства болезни, но подведут изменениям, конечно, в России. И нужно понять, что это как бы новый лидер, кто им не будет. Вот точно как бы не будет вести политику Путина, потому что это вредно для Российской Федерации, это вредительство как бы, такая довольно серьезная, и будет абсолютно другая политика. У чэрвені ў Швейцарыі будзе саміт міра. Расія ўжо, здаецца, рыхтуецца да яго. Вось быў замах на Фіцо. Я думаю, тут без Крамля не абышлося. Можа быць, памыляюся, але я перакананы абсалютна ў гэтым. Восенню выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі. Як вы лічыце, нам варта спадзявацца на вось гэтыя працэсы, на гэтыя падзеі? Яны могуць на Беларусі, на рэгіён паўплываць? Ну, конечно, президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, они очень важны. Я только возвратился из Соединенных Штатов Америки. Могу вам как бы, подтвердить, что там как бы тише и гладь, ничего не происходит, никакой кампании не ведется, как бы это все телевизионная картинка. Могут выбирать и Трампа, конечно, почему нет? Мы-то знаем, что его поведение, мы видели это. Но вот это поведение точно влияет на Беларусь, конечно, потому что хотя там Байден тоже относительно Беларуси ничего не сделал, но он хотя бы поддерживает белорусскую оппозицию, хотя бы чуть. Хотя как бы знаем, что в этом году эту поддержку уменьшили. Но хорошо, как бы, а Трамп-то будет поддерживать белорусскую оппозицию? Думаю, нет. Конечно. И у него в голове какие-то другие там идеи, там большой сделки и так далее и тому подобное. Так что это может влиять на всю эту картину, конечно. И ну, это же вопрос приоритетов. Там, ну, какие у нас приоритеты? У нас приоритет Белоруссия. Беларусь, конечно, нет у Трампа там этих идей. И это несмотря на то, что как бы, вы же знаете, что его как бы, ближайшие родственники именно из Беларуси, белорусские евреи, конечно. Но, тем не менее, как бы, там вряд ли там у него какие-то там больших интересов, что касается Беларуси. И это, конечно, опасно в этом плане, что если будет как бы, смена лидера Беларусь, то это тоже в рамках как бы, сделки, что вот они, что не будем мешать там Москве это все делать, получая что-то обмен этого. Как бы, вот такая картина как бы может быть вокруг этого. Рацыя. Арне, вы зараз гаварылі пра здзелку там па Беларусі і гэтак далей. Но тыя працэсы, якія зараз у нас адбываюцца, ну гібридная акупацыя, ну іначай не скажаш. Все беларускае знішчаецца. Пад корань, вялікія праблемы адбываюцца. Ну что вы думаете, Россия не пойдет на полную аннексию Беларуси? Нет, мы здесь уже один раз об этом говорили, что, в общем-то, неудача с Украиной изменила картину. Стала как бы... Ну, дело в том, что такие крупные геополитики, как Примаков и другие люди, давно говорили Путину, что все это старье, это 19 век, все это не надо делать. Но Путин это все-таки сделал. Ну и получил по носу, понимаете. И после этого, конечно, уже таких как бы планах, ну, вы упомянули здесь Балтию, еще такие, что кого-то оккупировать,
Но это абсолютно невозможно. Просто нету денег. Это очень дорого и бессмысленно. И это стало ясно. И поэтому никакая оккупация или даже аннексия, там какая-то еще что-то такое, там гибридная аннексия, гибридная оккупация Беларуси не ждет. Беларусь это просто суверенное государство, которое имеет союзнические отношения с Российской Федерацией. Да, Путин не хочет это потерять, Путин хочет использовать Беларусь по максимуму. Это касается не только какого-то размещения ядерного оружия, это касается прежде всего населения Беларуси, которое для России очень важна и так далее и тому подобное. Но такие грубые схемы там 6 областями Российской Федерации, это уже давно не работает и не имеет никакого значения фантазии. Но это, конечно, плюс, потому что все во времени, все история. Поэтому если Беларусь продолжает как все-таки суверенное государство, даже в таких условиях, то, конечно, она имеет перспективу. Будет новый человек, будет новая политика, и, конечно, пойдет какое-то время, но Беларусь будет все-таки идти самостоятельной дорогой. Арне, ну калі все будзе ў Беларусі адбывацца так, як вы сказалі, паступовыя змены там, з'явіцца легітымны кіраўнік, там Расія дапаможа і все такое, калі так будзе. Слухайце, ну а як памірыць беларускае грамадства пасля таго, што здарылася? Все гэтыя спецназы, все гэтыя сілавікі, якія рабілі відавочныя злачынствы супраць чалавечнасці. Гэтыя людзі, ну, для іх прыкладамі з'яўляюцца сталіністы, нацысты, яны выкарыстоўваюць іхныя метады. Якім чынам у грамадстве можа ўсталявацца нейкая згода, пакуль яны не пакараныя? Просто калі будзе ажыццяўляцца ваш сцэнар, не будзе ніякіх люстрацый, яны выйдуць сухімі з вады, як з гэтым быць? Да, так это и бывает, потому что мы же понимаем, что есть определенные исторические этапы. Вот Путин, его подходы, Лукашенко и его подходы, все эти государства, так сказать, очень геоцентричные или такое, что вот есть одна центр власти, и оттуда все идет, все выполняют приказы, это все традиция, что Россия, что Беларусь. И, конечно, люди эти приказы выполнили, сделали, понятно, там они тоже виновны в этом. Но, честно говоря, вот такие государства, ну, видели этот переход из Советского Союза, так сказать, суверенное государство после 91 года. Но где там иллюстрация? Там не было никакой иллюстрации. Даже Эстония казалась очень демократическим государством. Яшчэ як? Мы не можем говорить серьезно, что была какая-то иллюстрация. Было принято закон, что вот если ты там агент КГБ, ты должен пойти и делать заявление полиции безопасности, что вот такое дело было. А если ты не заявил об этом, это там твое имя могло появиться там в государственном вестнике. Вот такая вот иллюстрация. Там, если ты вот был в службе спецслужб Советского Союза, ты ты не можешь там кандидировать на какие-то посты. А если ты хочешь кандидировать, ты должен дать бумагу, что я не работал на это орган. Вот такая крайне мягкая мера, казалось бы, государство только освободился от оккупации. Тем не менее, но что мы тут говорим о таких советских монстрах, как Российская Федерация и Беларусь? Конечно, но какая там иллюстрация? Никакой иллюстрации не будет, конечно, а жизнь будет продолжаться, конечно. Так что вот так. Ведаеце, я быў у Талліне, мяне Таллін вельмі ўразіў, во горад. Прыкладанне болт, это, оказывается, эстонское. Развіццё у Эстонии вот этой инфраструктуры, ну, у Талліне менавіта я быў, конечно, мяне вельмі моцна здзівіла. Такая цудоўная картинка. Ну, я сидзеў, ведаеце, у сауне у таллінскай, і сядзеў такі мужчына з выгляду эстонец, і зашоў нейкі турыст, адкрыў дзверы і не закрыў іх назад. І на мяне вот гэты эстонец, як мне падавалася, глядзіць і кажа: «Ха-ха-ха, не русский». Таму мне все-таки здаецца, ёсць праблемы з пятай калонай, што не было гэтай ілюстрацыі. І все-таки маё меркаванне, што Эстонія пад вялікай пагрозай. Арне, я хочу вернуться до пытання геапалітыкі і да Трампа, да, што яму там на Беларусі ўсё роўна і гэтак далей.
Вось паводле здаровай логікі, для бяспекі Еўропы павінен быць утвораны абарончы пояс у Еўропе па лініі Швецыя, Нарвегія, Фінляндыя, Эстонія, Латвія, Літва, Беларусь, Украіна, Румынія, Балгарыя. У дадзены момант ёсць две праблемы. Першая — Каралявец, это мы так Калининград называем. А другая — гэта Беларусь, якая ў этой расійскай арбіце. Можна нападаць на Балтыю, на Польшу, на Украіну ўжо напалі, ядзерная зброя там і гэтак далей. Ну, слухайце, няўжо не будзе Захад вырашаць эту вялікую праблему? Таму што я бы не стаў спадзявацца, што там Расія лібералізуецца і не будзе свету несці нейкія пагрозы. Ну, это, видите, такие как бы очень стародавние как бы сценарии, мнения там, Госдепартамента и других важных ведомств Америки. У них вот такие как бы понятия, что против диктаторов ничего делать не надо, они сами помирают. Если помирают, будет новая ситуация. Мешаться не будем, как бы. Но вы видите, что не делается вот многие десятки лет ничего, что касается Беларуси. Только софт. Только софт. Давайте финансируем какой-то там конференции, медиа, оппозиции Беларуси. Вот и все. Это их подход. Что касается Калининграда, там ничего вообще нет. Как известно, ведь Путин нервничает. Он оттуда все вытащил, все оружие и послал в Украину. Там никакой как бы, защиты это Калининграда нет. Но вы должны понять, что и нет никакого интереса Запада как бы кто-то что-то предпринять с этим Калининградом. Что ничего не будет в этом Калининграде. А что касается Беларуси, то вы видите, что что-то там Госдепартамент может как бы, попытается заигрывать этим Лукашенко. Там какие-то там идут разговоры. А больше как бы ничего. Идут разговоры, там обсуждаем, как бы, но как бы и все. Как бы, и есть кто есть. Так что вот, к сожалению, такая вот картина. И как бы можно понять, что имеется в виду временной фактор, что не нужно обострение по всем этим как бы, вопросам, ждем. Но вот знаменитый Ждун, Ждун ждет, конечно, да. Но ждем там 100 лет, ждем там 200 лет, да. Ну и как бы все образуется. Вот где логика. Я вас зразумеў. Ну, Арне, сыходзячы з вашай аналітыкі, ну як вы думаеце, можа Беларусь з гэтай расійскай арбіты вырвацца, нормальной европейской державой стать? Ну, видите, как бы ситуация, конечно, для Российской Федерации просто катастрофическая. Ошибки Путина как бы разрушали все, что было построено за огромное количество времени. Мы можем говорить о конце 60-х годов, но, получается, строили там 50 лет, полвека, как бы все эти связи с Западной Европой, все эти газовые трубы, нефтяные как бы, дела, как бы, и Путин это все похерил. Как бы, вы должны понять как бы, шок как бы, экспертов, как бы, руководителей в связи с этим. Он нанес неслыханный вред Российской Федерации. Он как предатель. Благодаря его действиям Финляндия и Швеция в НАТО. Понимаете, что он сделал? Да? И мы говорим, что он там попытался что-то крутить Китаем. И это неправда. Потому что он обещал, что будет как бы в связи с этим, что он там обостряет там, ситуацию Америки и Европы, будет делать там все, чтобы там какие-то там экономические связи там Китаем работали и так далее. Для этого нужна логистика. Он должен был это построить, а он не построил. Поэтому такая вот как бы кризисная ситуация. Так что это настоящий вредитель, вор, негодяй, конечно, и который как бы разрушил и собственную как бы, страну, не только там, Украину. И поэтому, конечно, я могу, конечно, вы должны понять, что политика, конечно, она очень циничная, конечно, вещь. Конечно, западные лидеры, конечно, очень довольны, что Путин разрушает собственную страну, как бы, что он один из их конкурентов так невероятно ослабел. Конечно, они довольны. Но, конечно, вот лидеры, которые идут после Путина, но они просто не могут продолжать это безумие, которое Путин занимается. Все будет изменено, конечно.
И, конечно, в рамках этих изменений, конечно, будет и возможность делать в Беларуси, конечно. Ведаеце, Арне, калі вы гаварылі пра здароўе Лукашэнкі, што там у яго справы кепскія, тут муха эта в студыі, яна просто тут ашалела і лятала. Як толькі вы пра здароўе Пуціна, муха заціхала, дзесьці тут это самае, значыцца, сядала. Это знак. Шаноўныя сябры, ну, упіраемся в одно простае пытанне, што ў будучым вельмі многае будзе залежаць ад беларускага народа. Ну, не, я б сказаў, не ад усіх людзей, у многіх жа каша ў галаве, ад элітаў, так, якія будуць весці беларускі народ наперад як лакаматыў. Арне, шчыра дзякую вам за ўдзел у гэтай праграме. Всего хорошего. Шаноўная публіка, калі ласка, я зноў-такі вас папрашу, падпіска каму бяспечна, рэакцыя, каментар, прагляды да канца, каб змагацца з карпарацыямі, якія не вельмі хочуць шырыць беларускамоўны кантэнт. Калі ласка, прашу вас пра гэта. Вельмі цікавае вашае меркаванне. Такая нечаканая у нас выйшла размова з Арнай Віедла. Што вы пра гэта думаеце?